Услышишь звон серебряных монет, значит идет удмуртка. Неспроста в народе сохранилось это выражение. Проходила ли по улице или танцевала, нагрудное украшение маниста издавало необыкновенно красивые музыкальные переливы. Маниста делали из серебряных монет. Порой украшение весило до 5 килограмм, но это не мешало женщине лебединой походкой пройтись по улице или исполнить удмуртский тыпыртон. Считалось, чем массивнее маниста, тем богаче семья. Но не только состояние показывало это украшение, оно несло и более глубокий, сакральный смысл. Как делали маниста? Использовали именно серебряные монеты в старину. Это сегодня вот современный материал используют всевозможные. А раньше использовали обязательно натуральные деньги из чистого серебра. И манисты делали не только уже взрослые женщины, но и для девочек, ведь были маниста такие простенькие, не тяжелые, чтобы девочка уже привыкала к украшениям. У девушек они становились сложнее, а вот у взрослых женщин, девушка, которая уже вышла замуж, у них уже были очень солидные маниста. Маниста передавалась от поколения к поколению, от матери к дочери. Любое маниста имело функции. Маниста показывала вообще благосостояние семьи. Всегда благосостояние семьи отражалось в маниста. Маниста – это был оберег женщины. Ведь женщина – это продолжительница рода. Поэтому вот считалось, что серебряные монеты, маниста, они как-то отпугивают злых духов. Поэтому вот этому очень сильно верили раньше женщины и вообще народы. Ну и экономическая функция маниста – это как бы такой запас денег на всякий случай. Если, например, случалось какое-то несчастье семьи, то это, ну, скажем, пожар, что случалось очень часто раньше, потому что деревянные дома были. Могли продать маниста и построить новый дом. Манисты были разной формы и разной величины. Также они разные и у каждой этнической группы удмуртов. Наверное, сказывались какие-то родоплеменные обычаи. Вот здесь, например, мы относимся к роду Докья. Значит, доктинские были маниста. У нас в Волжском районе есть такой очень крупный варшут Можга. Вот у них уже немножко другие могли быть маниста. Но, как, например, даже вышивки, какие-то национальные элементы одежды, все равно они отличались. При советской власти сохранить подобное украшение было сложной задачей. К примеру, во время Великой Отечественной войны государство забирало старые ювелирные изделия у населения. Драгоценные металлы нужны были для производства военной техники. И все же многие умудрились сохранить семейные ценности. Светлане Германовне маниста досталась от прабабушки мужа, где сохранились монеты 1700-х годов. Мое маниста состоит из 3 частей. Это вот центральная часть, которая вот сверху украшена 5 рядов мелкими бусинками, но использовались и более крупные бусинки. Здесь есть и натуральный жемчуг мелкий, ну и копейки мелкие, и вот такие увесистые серебряные монеты. Вот, конечно, я очень ценю вот это маниста, очень дорожу, и как исторический материал для меня это вот, я это очень активно использую в работе с детьми на краеведческих кружках. Женщины манисты надевали на торжественные случаи – свадьба, проводы в армию и другие торжественные случаи. Дорогие серебряные украшения сохранялись столетиями, как семейная драгоценность. Я дочь выходцев из деревни Малая Гуреспудга, Парчипочинка, Шо. Вот там женщины, по фотографиям смотришь, там женщины тоже носили такие же украшения, маниста. Некоторые моменты бабушка мне рассказывала, например, нельзя молодой женщине носить повязку
на голову под платок, просто платок или шапочку какую-то надевали, чтобы так видно было с узорчатым краем. А повязку уже, она говорила, что вот такие налобные повязки шли только для женщин уже в возрасте. Не только для замужних, те, которые уже не могут иметь детей, женщины уже в возрасте, так скажем так. Майкашну муртьяслы. Секреты изготовления маниста передавались из поколения в поколение. Были специалисты, которые специально вот эти маниста отверстия там делали, да, эти, давали какому-то мастеру. Потом кто-то украшал, пришивал, расшивал бусинами, бисером. Каждая женщина, удмуртка, она славилась своим искусством, своими какими-то мастерством украшения себя и изготовлением манист, и платья, и фартуки. Сами все вышивали. Вот как они говорят, наши бабушки и старожилы, маниста же передавалась из поколения в поколение, и обязательно любая женщина должна была добавить свое к этому маниста. В принципе же они собирали монеты для, в приданое всем своим дочерям. И всем дочерям давали какую-то часть своего маниста, что-то из своих монет. И себе оставляли, и для дочери собирали. Сделать яркое, звенящее ожерелье из монет несложно. Главное – терпение, внимательность и усидчивость, говорит Галина Пчельникова. Вдохновляли, конечно, наши удмуртские мастерицы современные. Галина Матвеева, Юлия Михайлова. Потом же у нас много книг, альбомов красивых. Сейчас печатная продукция. Смотришь на старинные фотографии и вдохновляешься. В последнее время яркое украшение стало модным аксессуаром, от которого не откажется ни одна женщина или девушка. Культура у нас возрождается, встает на ноги. Много современных деятелей искусства. И музыка. Смотрите, сколько много у нас современных удмуртских песен появилось. Много народных мероприятий, гуляний. И в школах все-таки стараются в школах сохранять удмуртскую культуру, удмуртский язык. Тодичку науку. Все, ты не отжида совурчички. Таверета ты потичку дно. Все, ураман. Можно мукета спутана. Вижу, что современные девочки стремятся себя украшать какими-то этническими бусами, манист, что-то подобие на манист, цепочки. Это же все близко к старине, как бы вот если чуть-чуть добавишь какой-то элемент, и получается якобы стилизованная маниста. Вот цепочки очень девочки любят. Даже как будто двойной синесентом в ручку. Да? Тазик под тычку отшел. Тазик просто отслеживая, чтобы оно не вышло вот так вот. Каждый синесем в ручкичком гожика. Через вот хотя бы такое привлечение детей к частичке этнокультуры, возможно, у нас и сохранится язык, возможно, сохраним мы свои корни, потому что от современности все равно делаешь шаг на изучение прошлого. Вот я тоже начала заниматься манистами, мне же стало интересно, как раньше изготовляли эти маниста, как собирали их, в каком порядке, куда крупные монетки, куда мелкие монетки и вообще какие бусины, какие материалы использовали. Это ведь тоже все равно изучается. И когда девчонки начинают вот изготавливать маниста, они сначала изготовят на пробу, потом им хочется получше, поинтереснее, покрупнее и побольше. Их просят родственники, то мамы, то бабушки, сделай мне. Но мне сделай так, например, как по старинке. И начинается изучение все-таки корней и прошлого. На рукоделие уходит немало времени и сил.
Но для мастерицы главное видеть результат своего труда, чтобы красота, созданная своими руками, радовала людей. Все это вдохновляет ее на новые задумки. За вечер однорядное, двухрядное, даже трехрядное можно сделать. Современные такие повседневные манисты, которые можно носить с обычными летними или повседневными или платьями. А вот этническая крупная маниста, ну там уже и неделя, наверное, смотря какой сложности узор вышивки, какие материалы используешь еще вот для оформления. Ну и подбор монет все равно такой, пока подбираешь монеты, пока строишь узор, в ряд их складываешь, это столько работы, столько удовольствия получаешь от того, что выкладываешь в ряд. По центру идут крупные монеты. Их надо собрать, посмотреть. Конечно же, современные монеты мы уже используем, потому что они сейчас идут очень яркие, не темнеют. Кстати, современные монеты не темнеют, но они есть еще и на обороте разный, скажем так, рисунок орла. Нынче идут они как орел на гербе с поднятыми крыльями. Есть монеты, которые еще тоже они в ходу с опущенными крыльями, их и подбираешь, чтобы по красоте. Раньше же собирали разные монеты разных времен, а сейчас на повседневные украшения одного типа монеты собираем. Сегодня по-прежнему пользуются спросом не только подлинные антикварные версии, но и те, что были изготовлены совсем недавно, что свидетельствует о том, насколько любим этот культовый стиль, независимо от того, сделаны ли они из драгоценных металлов или из простых материалов. Манисты продолжают вызывать восхищение людей. Заказов очень много. Я вначале начала выкладывать на свою страницу ВКонтакте, но уже теперь не успеваю заказы снимать. Ну, чтобы это было как эксклюзивно, женщина, девочка надела, эксклюзивно, никто еще не видел, даже фотографий не было. Приятно видеть свои работы на девушках. Был момент, что мне в деревне, в наших магазинах не давали больше монет, сказали, ты все из оборота изъяла. Ну да, размениваю, коллеги мне дают, родственники, размениваю монеты. Если ты делаешь чисто для удмуртского этнического платья, конечно, просят иногда изготовить такое серьезное, крупное манисто с соблюдением всех каких-то правил. А современные это девочки, девушки для современных удмуртских платьев, обычно летних платьев, для гуляний народных. Там уже можно использовать только элементы. Кроме манист я изготовляю и цепочки, и бусы, и сережки, и браслеты. Все, что в ходу современных девочек, девушек, женщин. Сегодня маниста – это не только реликвия, но и модный аксессуар. И если на улице вы слышите звон серебряных монет, это идет удмуртка. И она музыкальным переливом монет несет память, традиции и историю своего народа.